Сегодня я расскажу про национальную кухню татар и башкир. Отдельно будут проведены мастер-классы по национальным блюдам. Татарская кухня очень разнообразна. Она взяла много рецептов от своих соседей – марийцы, чуваши, казахи и русские. И поэтому и также она имеет свои исконно традиционные блюда. У всех народов, конечно, мы знаем, что блюда всегда разнообразны и разные. Но вот татарские блюда состоят в основном из мяса. Мясо птицы, говядина, баранина. И имеет еще такие же напитки интересные, которых нет ни в одной национальности. В основном народы, вот русские, допустим, знают, что есть такое блюдо эчпочмак и чак-чак. Но ведь у нас столько интересных блюд, которые вообще люди не знают. И мы сегодня на мастер-классе покажем именно те блюда, которые будут интересно узнать, как их приготовить, и которые не так на слуху, как хотелось бы. В Казани самое интересное, даже памятник поставили эчпочмаку. Такой большой стоит треугольный пирог. И многие люди знают, вот ездят, смотрят. Сегодня мы покажем национальную кухню татар. Отдельно будет национальная кухня башкир. И проведем мастер-классы. Женщины, которые будут проводить эти мастер-классы, сами расскажут о тех блюдах, которые будут готовить. Я хочу немножко рассказать о блюдах, которые вообще традиционно существуют в татарской кухне. Это балеш, это эчпочмак, это айран, напиток, это суп-лапша и много таких интересных блюд. Вот в основном среди русских и среди людей, с которыми мы общаемся, есть такое понятие, что у татар есть балеш, эчпочмак и чак-чак. Вот. И поэтому мы сегодня на мастер-классе решили показать те блюда, про которые как-то редко мы говорим и которые мы все-таки постоянно готовим. А про эчпочмак я хотела бы сказать, что вот даже в Казани поставлен памятник ему, такой большой треугольник стоит в деревне, так называемое место, где собирается национальная автономия. Вот эчпочмак, даже существует байка. Хан собрал своих 3 жен и говорит: дорогие мои, вы должны мне приготовить такое блюдо, которое мне понравилось бы, и та из жен, который лучше всех приготовит, будет любимой. Женщины собрались, так как они жили очень дружно, и решили приготовить блюдо такое, чтобы не подвести друг друга. И вот совместными усилиями они сделали треугольники. Хан очень удивился, блюдо ему понравилось. Он говорит: и что это такое значит? Он говорит: вот 3 угла – это мы, твои жены. В центре круг – это ты, наш хан. А вот эти косички, которые идут к кругу, там защипывают тесто, это, говорит, дороги к твоему сердцу. Он очень обрадовался, говорит: а что такое внутри? Картошка с мясом. Картошка – это, говорит, чтобы ты был сытый и довольный, а мясо – чтобы ты был здоровый, сильный. А специи для того, чтобы ты был всегда бодрый и веселый. Он очень остался доволен, и жены тоже оказались все 3 любимыми. И вот сегодня мы приготовим эти блюда и покажем вам, как они прекрасно смотрятся и какие они вкусные. И я думаю, мастер-классы всем понравятся. Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить национальную татарскую выпечку, которая называется вак-балеш. С перевода с татарского на русский мелкие пирожки. Вак – это мелкие, балеш в данном случае пирожки. Для приготовления этого блюда нам потребуется 4 стакана пшеничной муки, 400 грамм сливочного масла, 170 миллилитров молока, 1 яйцо, чайная ложка соли. Масло надо, чтобы обязательно было немного подморожено, чтобы легче натирать. Мы припудриваем терочку мукой, чтобы легче нам было. Масло мы тоже припудриваем. И каждый раз мы припудриваем. И начинаем вот так вот тереть масло. Вот. После того, как мы натерли масло, мы, эту массу, масляно-мучную массу, мы перетираем в крошку руками. Перетираем полностью, чтобы все это было мелко.
Затем, когда мы перетерем вот эту смесь, берем молоко и разбиваем туда одно яйцо. Добавляем чайную ложку соли. Все это мы перемешиваем тщательно. Вот эту смесь мы выливаем в нашу масляно-мучную смесь и начинаем потихоньку собирать в комок. Это тесто у нас получается такое песочное, масляное, его замешивать не нужно, просто мы собираем в комок. Готовое тесто, оно должно получиться мягким, эластичным. Мы его делим на порционные кусочки. Тесто наше уже готово. Мы сформировали вот такие маленькие колобки. С того количества теста, то, что вот по всем этим ингредиентам, получается 20 вот таких колобочков. Тесто наше отдыхает в холодильнике. За это время мы подготавливаем начинку. Значит, начинка у нас состоит из мяса. Мясо любое. Говядина, баранина, мясо индейки, гусятина, курятина. Нарезается вот на такие меленькие кусочки. Мясо, картошка, лук. Соотношение 1 к 1. На это количество теста нам надо полкилограмма мяса, полкилограмма картошки и полкилограмма лука. Все это мы нарезаем, солим, перчим и перемешиваем. Пока, значит, мы готовили нашу начинку, тесто наше отдохнуло. Делаем вот такую вот небольшую шайбочку и, значит, раскатываем вот такую вот лепешечку. Раскатали мы лепешечку и, значит, кладем в середину лепешки вот одну, можно чуть больше 1 столовой ложки начинки, корзиночку. Прищипываем, собираем вот таким вот образом. Мы сформировали вак-балеш, складываем их на противень и отправляем в духовку выпекаться. Они выпекаются при температуре 180 градусов 30 минут. И вот наш вак-балеш готов. Собираем мы в блюдо, подаем с чаем. Добрый день, здравствуйте. Гатауллина Венера Мухаметовна. Сегодня я вам покажу, как я делаю домашнюю лапшу на курином бульоне. Курицу я вот уже отварила, я его сняла с плиты. Бульон стоит, тесто вот готово. Я расскажу, как делаю тесто. На 2 яйца я беру муки, делаем тесто до той поры, пока она не станет плотной. Как мы его раскатаем, сделали тесто, мы его немного отложим, чтобы поставила минут 10-15. Вот у меня уже тесто постояло, я сейчас буду раскатывать это тесто. Вот у меня тесто вот такое получается тесто, отлежавшееся немного. Сейчас я его буду раскатывать. Раскатываем мы где-то миллиметр, 1,5 миллиметра толщиной, чтобы она была тоненькая. Когда курица варится, добавляем луковицу целую, морковку, чтобы вкус придать бульону. Потом мы эту луковицу просто убираем, и морковь тоже. Также лапшу можно заготовить наперед, его просто порезать и подсушить. И потом уже готовый, как бы лапша уже положить, все уже готовое будет. Так, вот мы раскатали тесто. Сейчас мы его немножко отложим на несколько минут, чтобы оно немножко подсохло, чтобы было лучше резать. А свое место я теперь уступаю новой хозяйке показать свое мастерство. Нарезаем укропчик для супа. Это уже по вкусу, каждый будет сам себе накладывать, кому сколько надо. Так, это мы порезали. Это пока мы немножко в сторонку берем. Бульон у нас варится. Он уже кипит, готовый. Я его процедила. Сейчас будем нарезать лапшу. Сейчас я свою... На 2 части разделяем и на полоски, чтобы можно было уже резать лапшу.
Его можно подсушить и пустить на следующий раз. Будет готовая как бы заготовка уже. Готова. Лапша у нас готова, бульон готов, процеженный. Мы кладем лапшу. Ждем, как закипит, когда набухнет, и все, его можно будет уже убирать. По вкусу докладываем укропчик, укроп, лучок зеленый. Добавляем курицу. Суп лапша готова. Оно подается как праздничное блюдо и как повседневное блюдо. Всем приятного аппетита!